конца мая Коми перешла на первый этап снятия ограничительных мероприятий, а уже в первых числах июня перед регионом забрежила отнюдь не самая приятная перспектива – вернуться обратно к ужесточению мер. По словам главного санитарного врача Людмилы Глушковой, коэффициент прироста в республике нестабилен, и мы буквально балансируем на лезвии ножа. Мы, конечно, успели добиться показателей, которые нам позволили претендовать и получили одобрение на федеральном уровне по переходу на первый этап снятия ограничений. Но в последние числа мая и в настоящий момент, к сожалению, у нас сформировались очаги, причем все эти очаги вне медицинских или социальных организаций, это промышленные предприятия, очаги, которые определяют ухудшение и прогноз на ухудшение развития эпидситуации. Всего с начала регистрации коронавируса в Коми было 12 очагов. Сегодня остается 6, но все они вызывают особые опасения. Они не просто ухудшили эпидситуацию, они и вовсе не дают надежды на хороший прогноз в ближайшей перспективе. В первую очередь это вспышки заболевания среди вахтовиков. Чикшина, Микунь, Усинск и теперь Воркута. Очаг, который сформировался в Заполярье буквально на последней неделе мая среди работников Северной алмазной компании, привел к распространению заболевания среди сотрудников Воркута-Уголь и непосредственно самих жителей города. В этой ситуации я уже как-то говорил, что от каждого реально зависит очень много. В первую очередь, конечно, от работодателей. Их сегодня они в этом заседании не участвуют, но я за рамками штаба провожу встречи. Буквально вчера проводил встречу по ВКС, естественно, с генеральным директором Воркута-Уголь Николаем Николаевичем Кидаловым. И еще раз, достаточно четко объяснил, что от того, что если вдруг кто-то сегодня не понимает, что профилактика заболевшего одного даст несколько заболевших, а несколько заболевших дадут очаг, то он просто останавливает наше движение дальше по как раз снятию экономической блокады. Чтобы усилить контроль за вахтовиками, в Коми уже в скором времени будет введена система автоматизированного учета. Электронный реестр поможет контролировать лиц, приезжающих в республику на работу. В нем будет представлена информация о том, когда человек прибыл в Коми, где проходит обсервацию и каково его состояние. Находится ли он в обсерваторе или уже приступил к трудовой деятельности. Поможет система и сформировать план проверок тех самых обсерваторов на соответствие требованиям санитарных норм. Основой системы, можно дальше, выступит наша уже пробированная пропускная система, в которой сейчас более 12 тысяч пользователей. И все организации, которые привлекают вахтовиков, там уже есть. Да? Мы допишем своими силами необходимый модуль и дадим доступ тем муниципальным образованиям, на территории которых работают сегодня вахтовики. Предлагаем добавить для организации в системе функцию указания наличия обсерваторов, их адресов, количество в нем мест, возможность присвоения статусов вахтовикам в пути, на обсервации, в работе. Да, статусы можно разные присвоить. Все-таки, наверное, нужно Усинск и Воркуту взять сейчас за пилоты, потому что и там у нас основное напряжение. На разработку и запуск пилотного проекта потребуется неделя. Помимо технических, нужно решить организационные и правовые вопросы. В частности, определить ответственность за предоставление в систему недостоверных данных. Ситуация в Коми сейчас действительно очень непростая. Кроме угрозы пандемии, есть более серьезная, экономическая. И здесь эти понятия взаимосвязаны. Чем больше мы болеем, тем дальше отодвигаем возможность перехода ко второму этапу. Между тем, многие на местах до сих пор, похоже, не осознают угрозу. Владимир Викторович, обратите внимание, пожалуйста, вот Магнит. У нас работники Магнита, они посчитали, что первый этап, это значит, все, уже можно даже без масок ходить. То есть то ли прикидываются незнающими, то ли целенаправленная политика. Вот сейчас тоже после селектора буду звонить руководству этих сетей. Ну, во-первых, вы проговорите, во-вторых, вы же сейчас акты составите. Да, конечно. Ну вот, мне вообще непонятно вот такой подход. По большому счету мы на первый этап вышли просто исходя из того, что надо было. Очень надо было выйти. Но все-таки я неоднократно говорил о том, что первый этап можно как зашли в него сложно, так очень быстро из него выйти.
И вот такое отношение, особенно от организаторов, оно странное. Нарушения есть не только в столице Коми. Следом подобные факты подтверждает и мэр Ухты. Владимир Ойба просит усилить работу по взаимодействию с руководителями организаций на местах. Людмила Глушкова, в свою очередь, отмечает, все нарушения могут легко привести к закрытию первого этапа. Республика уже допустила увеличение индекса АРТИ, так называемого коэффициента прироста. Сейчас он более единицы. Любовь Лапина, Артем Соколов, телеканал Юрган.